Библиотеки блокадного города. Вряд ли найдется в мировой истории такой пример массового героизма, самоотверженности во имя своего дома, города, какой проявили ленинградцы. Они выстояли, отстояли и спасли город. Нравственно и духовно население города оказалось выше своих противников. В этом есть заслуга и скромных библиотекарей города. Петербург-Ленинград всегда был одним из крупнейших книжных центров. Это книжные магазины, типографии, великие писатели и поэты. Широко известен лишь один тип организации, объединяющий весь книжный мир – библиотека. До начала Великой Отечественной войны в Ленинграде для горожан были открыты 52 массовые районные библиотеки, включая центральную городскую. С первых дней войны нормальная жизнь библиотек была нарушена. В разные периоды блокады бомбами, снарядами и пожарами были полностью разрушены библиотеки Ворошилова, Калинина, библиотека Фрунзенского района. Сильно пострадали и другие библиотеки. Голод и холод, болезни и бомбежки нанесли большой ущерб горожанам, но несмотря на все ужасы войны и блокады, мирное учреждение библиотека продолжало работать. Даже в самое тяжелое время районные библиотеки были ежедневно открыты для читателей. Смерть уносила тысячи жизней, а люди шли в библиотеку. В осажденном Ленинграде книга согревала души ленинградцев, спасала от страха смерти. Советский писатель, сын знаменитого Корнея Чуковского Николай Чуковский, в то время живший в блокадном Ленинграде, писал: «В осажденном Ленинграде удивительно много читали. Читали классиков и поэтов, читали в землянках и дотах, читали на вмерзших в лед кораблях, охапками брали книги у умирающих библиотекарей и в бесчисленных промерзших квартирах, лежа при свете коптилок, читали. Читали в основном художественную литературу. Классическая, отечественная и зарубежная литература, приключения и фантастика пользовались спросом у взрослых и детей. Также были востребованы книги о насущных проблемах ленинградцев, о съедобных дикорастущих растениях, о разведении шампиньонов, об огородничестве, строительстве оборонительных сооружений. Медиков интересовала литература об авитаминозе, голодном отеке. Интересно, что сказки в военные годы любили читать и слушать не только дети, но и взрослые, особенно раненые. В конце зимы 1942 года появилась книжка «Сказки, песни и загадки» Самуила Маршака. Она была издана в 1942 году в Москве. Затем небольшую партию этих книг переправили в Ленинград через Ладогу по дороге жизни. С особым волнением ленинградские дети читали строки: «Нет, ребят, на свете доблестней, чем вы, юноши и дети с берегов Невы». «Волшебное слово», автор Валентина Асеева. Эта книга появилась во многом благодаря детям трудовой коммуны, которых воспитала Асеева. Здесь напечатаны рассказы 40-х годов, адресованные детям дошкольного и младшего школьного возраста. «Каштанка Белолобый». Книга подписана в печать 4 апреля 1944 года. Рисунки к рассказам Чехова были созданы художником Владимиром Коношевичем, который жил и работал в блокадном Ленинграде. «Сказка о царе Салтане». Пушкина занимает особое место в коллекции книги военной поры. Это очень редкая книга, подписана к печати 2 октября 1943 года, издана в Ленинграде во время блокады. Большой и исключительно трудный путь пройден ленинградскими библиотекарями в дни войны и блокады, сумевшими поддержать дух людей осажденного города. В своей книге «900 дней» Гаррисон Солсбери написал: «Проходит год за годом, и мы все глубже осознаем этот триумф человеческого духа. Великий Ленинград выстоял 900 дней блокады. История этих дней – эпопея, которая будет волновать сердца, пока на земле существует человечество. Ленинград выжил без света, без тепла, без хлеба. Ленинград выжил благодаря своей гордости, вере в Россию. Был ли в истории человечества пример благородней и поучительный? Петербург, Ленинград был символом души, природы, великого назначения России. У него свой стиль, своя духовность. В эту духовность значительный вклад внесли скромные труженики библиотек.